Добрый вечер. В прямом эфире «Вести Брянска». О главных событиях дня расскажут мои коллеги. Я Наталья Львова. Есть такая профессия. В Брянской области стартовала военно-патриотическая акция. Будущим солдатам и офицерам расскажут, где готовят лучших защитников Родины. Больничный лист. Когда плохо себя чувствуешь, какая уже работа? Во сколько эпидемия простудных заболеваний обходится государству, Брянскому региону и самому заболевшему? Аукцион агрогородков. Покупатель в первую очередь думает, как бы дешевле купить, и если что-то в него не заладится, все это продать, и чтобы быть в прибыли. До конца года в Брянской области должны быть приватизированы 5 сельхозпредприятий. Сегодня в Брянске побывал заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Он провел прием граждан, встретился с губернатором Александром Богомазом, а также побывал на крупнейшем предприятии области – Брянском машиностроительном заводе. Это не первое производство, которое посещает Мурат Зязиков, знакомясь с промышленным потенциалом нашего региона. В последние несколько лет в модернизацию производства машиностроители вложили около 6 миллиардов рублей. Теперь совершенствование технологий почти завершено и есть что показать. Полное обновление оборудования, более комфортные условия труда, энергоэффективность. Отечественное производство способно успешно выдерживать конкуренцию и выполнять задачи по импортозамещению. Самый крупномасштабный проект – выпуск нового магистрального тепловоза. БМЗ – единственное предприятие в России, поставившее на конвейер продукцию, потребность в которой очень высока. Сегодня у завода все шансы занять эту нишу на рынке. 68 таких новых тепловозов в прошлом году и около 100 по планам в нынешнем. План на видном месте в каждом цехе. Вот посмотрите табло, мы видим, в этом месте должно быть 16 готовой продукции тепловозов. 7 уже готово, отставания практически нет. Новые магистральные тепловозы на 90% сделаны из отечественных деталей. Они сертифицированы в соответствии с регламентом Таможенного союза. Но конструкторская мысль инженеров БМЗ уже работает на будущее. Нужны сегодня машины большей мощности, чтобы обеспечивали эксплуатацию их в различных погодных и климатических условиях, на различных рельефах местности, и с различными грузами. Сегодня ставится задача выйти на уровень 7 тысяч тонн составность, и вес самих вагонов. В этом году поставок тепловозов пока не было. На заводе ждут заключения контракта с основным потребителем – российскими железными дорогами. В прошлом году БМЗ изготовил продукции на рекордную сумму – около 20 миллиардов рублей. Одних налогов в бюджет заплатили почти на миллиард. В этом году рассчитывают, что завод заработает еще больше. Людмила Гусарова, Максим Юркин, Вести, Брянск. Борьба с коррупцией стала одной из главных тем на сегодняшнем расширенном заседании коллегии областной прокуратуры. К участию в ней был приглашен заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России в Центральном федеральном округе Владимир Лапицкий, губернатор Александр Богомаз, руководители всех правоохранительных ведомств региона, а также заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Мурат Зязиков. Прокурор области Александр Войтович обозначил антикоррупционную работу как одно из приоритетных направлений деятельности. Он отметил, что уголовные дела против проворовавшихся чиновников, которые находятся в производстве брянских следственных органов, гремят на всю Россию. По многим из них уже есть обвинительные приговоры. При этом Александр Войтович указал подчиненным на необходимость не только ловить коррупционеров, но и делать все для того, чтобы они возмещали ущерб, нанесенный государству. Нередко пойманные за руку взяточники переводят свои активы на третьих лиц, а после выхода на свободу продолжают успешно распоряжаться капиталом, нажитым незаконным путем. По итогам 2015 года то направлено дел в суд возмещали треть общей суммы ущерба. По выявлению имущества надо с момента оперативных разработок уже отыскивать у коррупционеров имущество и принимать меры к наложению ареста на это имущество. Мои коллеги, борьба с экстремизмом, взыскание долгов по заработной плате и контроль за ценообразованием. Уже сейчас выявлены случаи, когда в условиях кризисных явлений в экономике продавцы необоснованно завышают стоимость отдельных товаров и услуг.
Подготовка к предстоящим праймерис сегодня стала главной темой пресс-конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Результаты предварительного голосования определят, кто войдет в списки кандидатов на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. В области уже сформирован организационный комитет, который через несколько дней начнет прием документов от потенциальных кандидатов. В составе регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования 13 участников. Это известные в регионе люди, политики, общественные деятели, представители СМИ. В частности, в списке Герой Советского Союза Иван Кашин, член регионального штаба общероссийского движения «Народный фронт за Россию» Владимир Латенков, председатель Федерации профсоюзов региона Ольга Полякова. Именно они будут курировать весь процесс подготовки к праймерис. Первый этап – прием документов от потенциальных кандидатов – начнется уже 15 февраля и закончится 10 апреля. Для того, чтобы кандидату быть выдвинутым, ему необходимо лично, еще раз акцентирую внимание, лично прийти сюда к нам в региональный исполнительный комитет, представить заявление, при этом иметь с собой оригинал паспорта и оригинал документа об образовании, чтобы подтвердить указанные в заявлении данные. На пресс-конференции отметили, отбор участников будет строгим, никакого криминального прошлого и административных правонарушений. Интересно, что в этом году в регионе организовано обучение всех будущих кандидатов. Создан даже федеральный сайт с курсом видеолекций, уроками и статьями на социально-экономическую тематику. В настоящий момент на нем зарегистрировалось уже больше 10 тысяч участников. При этом более трети подтвердили, что они планируют участие в предварительном голосовании. После регистрации начнется агитация. Кандидаты будут встречаться с избирателями, а со 2 апреля участвовать в дебатах. Голосование будет проходить по открытой модели, то есть определить степень доверия к тому или иному кандидату смогут все граждане России, имеющие право избирать. В Брянской области мы знаем, что с 2011 года используем данный инструмент для определения наиболее эффективных кандидатов, лидеров общественного мнения, которые получили наивысшую поддержку населения. В июне будут утверждены предвыборные списки, а также окончательно сформирована предвыборная программа «Единой России». Голосование пройдет в один день во всех регионах Российской Федерации, 22 мая. Игорь Давидович, Светлана Гапеева, Александр Власов. Вести Брянск. Брянский областной военкомат принял участие во всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Она посвящена привлечению молодежи в высшие военные учебные заведения страны. Почти 300 брянских абитуриентов уже подали заявление в военные вузы. Какими качествами должен обладать будущий офицер, интересовалась Светлана Кондратьева. 35 вузов от Калининграда до Хабаровска уже объявили набор абитуриентов на 2016 учебный год. Будущих офицеров ждут 3 вида вооруженных сил – сухопутные, ракетно-космические войска и военно-морской флот. А специальностей десятки – от военного переводчика до капитана подводной лодки. Все военные учебные заведения обладают неоспоримым преимуществом. Учеба здесь бесплатна, каждый студент получает ежемесячное довольствие, а по окончании вуза – гарантированное трудоустройство. Однако, пояснил военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев, будущий абитуриент должен иметь обязательную серьезную физическую подготовку. И не только. Русский язык, математика, обществознание, физика, химия и география. По каждому из этих предметов нужно набрать от 30 до 40 баллов. Физическая подготовка и состояние здоровья проверяются особой комиссией в военном комиссариате. При этом абитуриенту не нужно ехать, скажем, из Мглина в Брянск. Практически в каждом районе есть отделение комиссариата, в которых каждый сотрудник обязан принять и заняться тем, кто пришел с желанием поступить в военный вуз. В прошлом году прошли отбор для поступления почти 500 бывших школьников из нашего региона. Из них почти половина были зачислены. В основном ребята поступали в военный общевойсковой институт, 14 человек, 13 человек в Рязанское воздушно-десантное командное училище, 52 человека в Смоленскую академию войсковой противовоздушной обороны. Это далеко не полный список вузов, где сегодня учатся наши земляки. Брянские будущие офицеры получают профессию и в Калининграде, Хабаровске, Благовещенске. Набор на будущий учебный год уже стартовал. Заявление нужно успеть подать до последних чисел апреля. Брянский областной военкомат уже получил 285 заявлений. Среди них 10 девушек, которые имеют абсолютно равные шансы с молодыми людьми. Военный комиссар области Соломенцев подчеркнул, препятствия могут составить только серьезные проблемы со здоровьем и законом. Все остальное в руках самого абитуриента. Знания, сила воли и желание связать свою дальнейшую жизнь с вооруженными силами Российской Федерации. Светлана Кондратьева, Сергей Анишкин, Вести, Брянск.
Рогнединский агрогородок Вороновский повторно выставлен на торги. На первом аукционе за него просили 46 миллионов рублей. Сейчас стоимость хозяйства снизили ровно в 2 раза. Но, как говорят в департаменте сельского хозяйства, даже на рентабельные предприятия сегодня практически нет покупателей. Между тем, до конца года процедуру приватизации в регионе должны пройти еще 5 агрогородков. Как сами сотрудники сельхозпредприятий относятся к приватизации и для чего она проводится, выясняла Екатерина Морозова. Агрогородок Вороновский создан в 2008 году на базе бывшего сельхозпредприятия. К тому времени оно было обанкрочено. Прежний московский инвестор вывел все активы, пустил под нож часть животных. Словом, хозяйство развалилось. Новый проект стал для него спасением. За 7 лет областной бюджет вложил в развитие агрогородка Вороновский 46 миллионов рублей. Реконструировано 2 молочно-товарных фермы, каждая на 250 голов. Реконструировано 2 телятника. Один телятник на 500 голов, полностью с производственным циклом. Закуплены животные. Агрогородок сегодня рентабельное предприятие. Его продукция, молоко и мясо раскупается. С каждым годом увеличиваются надои. В год хозяйство перечисляет 3 миллиона налогов. Здесь работают 70 человек, доярки, механизаторы, ветеринары. Работа у нас стабильная, зарплату выплачивают каждый месяц. Зарплата очень хорошая, доярки довольны. Средняя зарплата у доярок 19 тысяч рублей. Механизаторы получают еще больше. Планов по развитию у агрогородка разработано на несколько лет вперед. В модернизацию ферм хозяйство вкладывает и собственные средства, и субсидии, полученные по различным программам на животноводство и растениеводство. Но есть один важный момент. В 2014 году областная программа развития агрогородков Брянской области была завершена. Согласно закону, они должны быть приватизированы. Новый владелец в идеале должен приобрести агрогородок за ту сумму, которую область вложила в его развитие. Почти 2 года ушло на процедуру оценки стоимости сельхозпредприятия. И накануне Нового года Вороновский выставили на торги за 46 миллионов рублей. Но на первом аукционе желающих приобрести его так и не нашлось. Для жителей Воронова это единственное место работы. Когда коллектив узнал о предстоящей приватизации, забеспокоился. Как бы ни повторилась история с московским инвестором, пустившим в свое время хозяйство по миру. Покупатель в первую очередь думает, как бы дешевле купить, и если что-то в него не заладится, все это продать, и чтобы быть в прибыли. Вот каждый, как думаете, этот, кто занимается предпринимательством. Ко второму аукциону стоимость хозяйства снизили ровно в 2 раза. Но, как говорят в департаменте сельского хозяйства, даже на рентабельные агрогородки сегодня практически нет покупателей, готовых выложить за них такую сумму. Возможно, это связано с непростой экономической ситуацией в стране. А в дальнейшем потом будем думать уже, как нам дальше что поступать. Или, может, мы прекратим приватизацию, или будем уменьшать цену. Ну, конечно, за бесценок мы не будем уже продавать огородки, это же все-таки денежные средства областные. Мы не хотим, чтобы похоронить, чтобы этот огородок кто-то купил и, значит, его там, подвел к банкротству. Сейчас цель ставится наоборот, чтобы и губернаторам ставится задача, чтобы все хозяйства, которые работали, они должны работать более-менее рентабельно. Если же Вороновский никто не купит, он будет работать в обычном режиме до того, как найдутся новые хозяева, заверили в департаменте сельского хозяйства. Пока на аукцион вместе с Вороновским выставлены еще 3 агрогородка. До конца года процедуру приватизации должны пройти еще 5. Даже если у них все-таки появятся новые владельцы, которые купят долю областного фонда имущества, главной задачей по-прежнему останется сохранение сельхозпредприятий. Екатерина Морозова, Дарья Нефедова, Вести Брянска из Рогнединского района. Завтра областной центр по профилактике и борьбе со СПИД проводит очередную мобильную акцию «Проверь себя на ВИЧ». Это добровольное и анонимное тестирование крови. От участников требуется только паспорт и желание узнать свой ВИЧ-статус. Несколько раз в течение года мобильная лаборатория появляется в различных точках областного центра. Она оснащена необходимым оборудованием и позволяет оперативно брать анализы крови у всех желающих. Тестирование осуществляется анонимно. Кроме того, участники акции смогут пообщаться с наркологом и задать интересующие их вопросы специалистам центра. Сдать кровь можно будет завтра с 12 до 16 часов в Советском районе Брянска возле Дома быта. Напомню, только в прошлом году в регионе было выявлено 117 новых случаев ВИЧ-инфекции. Сегодня Всемирный день больного. Дата, призванная привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми каждый день сталкиваются больные люди по всей планете. Состояние здоровья, качество медицинской помощи, издержки на болезни.
600 тысяч рублей – это только прямые затраты на борьбу с гриппом в прошлом году. С каждым годом сезонные эпидемии и населению, и региону обходятся все дороже. По данным социологических опросов, чуть ли не половина жителей области переносят болезнь на ногах. Сколько сегодня стоит болеть и почему в ущерб своему и чужому здоровью люди даже с температурой продолжают ходить на работу, выясняла Светлана Гапеева. Считается, что грипп обычно длится 7 календарных дней. Специалисты посчитали, что должно входить в стандартный набор лекарств и сколько это «удовольствие» в кавычках будет стоить. Итак, в нашей коробочке обязательно противовирусный препарат, жаропонижающее средство, витамины, иммуномодуляторы, маски, спреи, мази, растирки. В общем, в итоге 2000 рублей или треть прожиточного минимума. Но траты на таблетки, вызовы врачей, стационары и лечение осложнений только капля в море. Ущерб от потери рабочих дней чуть ли не в десятки раз больше. Хорошо, если зарплата белая. Около трети работников в регионе получают серую зарплату. Больничным оплачивается из минималки, а это где-то 200 рублей в день. Расчет пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из официальной заработной платы за 2 предыдущих календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При этом серая заработная плата не учитывается. И вот они с температурой, красным горлом и слезящимися глазами упорно идут на работу. Я хожу, потому что мне деньги нужны. Вот с температурой 38 ходила, сейчас с насморком хожу и кашлем. Увы, я не могу терять зарплате, а больничный мне копейки. А у меня стаж даже полгода нет, поэтому болеть нельзя, а то с голода умру. Неужели здоровье вообще стоит денег? Ущерб от гриппа в среднем составляет примерно $6 миллионов для страны. Это 80% от всех инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор Брянской области подсчитал, грипп прошлого года обошелся региону в 600 тысяч рублей. И это при том, что эпидемии не было. В этом сезоне сумма может исчисляться миллионами. Марина работает в компании, которая знает, что такое прибыль. Крупные сделки, общение с клиентами, казалось бы, в таком деле выпадение из рабочего графика по болезни недопустимо. Но руководство каждый год в сезон ОРВИ следит не за показателями, а за здоровьем сотрудников. И правильно, первая заповедь эпидемиолога – больного изолировать. Мы стараемся, как только видим, что у сотрудника покраснели глазки, заложило нос, мы его отправляем домой. Потому что на самом деле коллектив большой, стоит заболеть одному, заболеют все остальные. Поэтому мы считаем, что лучше пусть он отложится пару дней дома, выздоровеет, и коллектив будет весь в полном составе, и человек будет здоров. Перерывы на чай тут обязательны. Малиновое варенье, мед, имбирь совсем не для вкуса, для общего тонуса. Но в реальности такие примеры единичны. Чаще человек один на один остается со своей проблемой и вынужден решать, что ему делать – болеть или зарабатывать деньги. Светлана Гапеева, Александр Власов, Вести, Брянск. Криминальные новости. Жительница Навлинского района будет привлечена к ответственности за то, что она заставляла своих детей заниматься попрошайничеством. В отношении нерадивой матери заведено уголовное дело. И вот какие подробности расследования нам сообщили в пресс-службе полицейского ведомства. В ходе предварительного следствия было установлено, что в январе 40-летняя жительница деревни Клюковники Навлинского района трижды привлекалась к административной ответственности за то, что принуждала своих сыновей 2003 и 2009 года рождения и 10-летнюю дочь просить милостыню на территории поселка Локоть Брасовского района и поселка Навля. Собранные деньги несовершеннолетние отдавали матери. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сегодня в рамках третьего тура Высшей лиги России по гандболу Сельцовский «Сокол» провел матч против «Звезды-3» из Московской области. Игры тура проходят в Санкт-Петербурге. Накануне наши девушки встретились с хозяйками площадки, гандболистками кировчанки. В напряженной борьбе победа досталась «Соколу». Счет 26-24. В сегодняшней встрече нашей команде удалось победить «Звезду», причем с приличным отрывом 34-25. Но самой главной встречей в рамках тура станет матч против лидера турнирной таблицы Ярославны.
Брянские новости вы также можете увидеть в эфире Всероссийского круглосуточного информационного канала «Россия-24» в 21 и 23 часа ровно. Ну а в любое время все новости и программы доступны на нашем сайте и на странице ГТРК Брянск в социальных сетях. Приятного вам вечера, до встречи.